صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я восхваляю всемилостивого Аллаха, подателя всех благ, великого, всемогущего, возвышенного, за то, что Он позволил нам довести до конца такое великое поклонение Аллаху, как пост, ураза. Дожить до конца благословенного месяца Рамадан. Сегодня мы, мусульмане, радуемся. Сегодня наш праздник. Сегодня день радости. Но радуемся ли мы тому, что закончился Рамадан? О, нет. Мы радуемся тому, что Создатель одарил нас возможностью прожить еще один Рамадан в поклонении Ему, в соблюдении поста, в намазах, в мольбах, в очищении наших душ, в приближении к нашему любимому Создателю. Это был месяц особой духовной атмосферы. Месяц поста, молитв, Кур'ана, благочестия, щедрости, благодеяний, месяц различных видов поклонения Аллаху, которые делают счастливым любого верующего, которые окрыляют его душу. Это был месяц духовного совершенствования и воспитания, подготовки души и тела к постоянно праведной жизни и постоянному совершению угодных Аллаху деяний. Рамадан – это школа богобоязненности и праведности. Его уроки и его опыт должны остаться в наших сердцах и наших поступках. Да, Рамадан закончился, как заканчивается все на этом свете. Но остался Господь Рамадана, Всевышний Аллах. Он живой, который никогда не умрет, который будет всегда и никогда не исчезнет. Это означает, что с уходом Рамадана не должно закончиться наше служение Аллаху. Не должно закончиться выполнение Его заповедей и наставлений. Служение Аллаху и вера – это не сезонная одежда, которую одевают на 1 месяц в году, а затем складывают в шкаф до следующего года. Необходимо приучить себя постоянно совершать благие дела. Ибо нет такого мгновения, когда бы мы остались без присмотра Всевышнего, без Его наблюдения и контроля. Он знает все, что мы делаем, и ведает обо всем, что таится в наших сердцах. Хотите ли вы знать, принят ваш Рамадан или нет? Получили ли вы пользу от него или нет? Поспособствует ли он вашему счастью? Посмотрите на себя после Рамадана. Если вы стали лучше и богобоязненнее, лучше, нежели были до него, если вы исправились, если исправились ваши слова и поступки, если усилилось ваше стремление к Аллаху и к покорности Ему, это признак принятия Аллахом вашего поклонения во время Рамадана. И это признак успеха. Как важно, чтобы Всевышний принял от нас наши усилия. Нужно переживать за принятие наших деяний Аллахом. Просите Его об этом. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его зять, Али, да будет доволен им Аллах, говорил: заботьтесь о принятии ваших деяний Аллахом еще больше, чем заботитесь о самих деяниях. Разве вы не слышали, что Всевышний Аллах сказал: «Иннама ятакаббаляллаху миналь муттакин». Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. Вот почему наши предшественники, представители ранних и лучших поколений мусульман, после Рамадана на протяжении 6 месяцев просили Аллаха принять его от них. Да, это были чудесные, сладостные дни, дни Рамадана, дни поста, ночных намазов, чтения Кур'ана, милостыни, заката, поддержания родственных связей, посещения мусульманами друг друга. Как необходимо сохранить этот духовный настрой и далее. О мусульмане, опасайтесь возвращения к грехам.
Опасайтесь возвратиться к беспечности. Опасайтесь повернуть вспять и сбиться с пути после того, как вы встали на него. Всевышний Аллах говорит: «И не будьте подобными женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити». Я заповедую себе и вам не брать иных богов, кроме Творца, кроме Создателя небес и земли. Не поклоняться и не молиться никому, кроме Него, ибо лишь Он есть истинный Бог, и нет иного. Он сказал: «И постановил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него». И сказал: «И не взывай наряду с Аллахом к иному Богу». И я заповедую себе и вам отдавать предпочтение покорности Аллаху, избегать противодействия Ему и ослушания, устремиться к Нему всем сердцем, предаться Ему целиком, ибо это и есть ислам, истинная религия на небесах и на земле. Религия Адама, Нуха, Ноя, Ибрагима, Авраама, Мусы, Моисея, Исы, Иисуса и Мухаммада, мир им всем. Обращайтесь к Аллаху во всякой вашей заботе и беде. Опирайтесь на Него и не опирайтесь на творения, потому что все люди, все творения бессильны против Господа. Все они целиком от Него зависимы. Уповайте на Аллаха и припоручайте Ему свои дела, ибо Он сказал: «Ваман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух». А кто уповает на Аллаха, тому Его будет достаточно. Совершайте ежедневно обязательные намазы, ибо это свет. Намаз – свет, без которого не обойтись верующему единобожнику. Намаз – это опора веры, это связь человека с его Господом, это очищение от грязи, грехов. Всевышний Аллах сказал: «Я айюаллазина аману рукау васджуду ва'буду раббакум ваф'алю л-хайра ла'аллакум туфлихун». О вы, которые веруют, кланяйтесь и простирайтесь ниц, и поклоняйтесь вашему Господу, и вершите благо, и тогда вы обретете возможность стать счастливыми. И сказал: «Хафизу аля ссалават», оберегайте намазы. Намаз – это первое из деяний, за которое с человека будет потребован отчет в день суда. И если отчет пройдет успешно, то он будет счастлив. А если намаз не будет принят, то человек потерпит крах и неудачу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: между человеком и неверием лежит отказ от совершения намаза. То есть тот, кто не будет молиться, теряет преграду между собой и неверием. И да не отвлекут вас от Аллаха ваши семьи, ваше имущество, ваша торговля и ваши дети, ибо понесете подлинный убыток. Всевышний Аллах сказал: «О верующие, да не отвлекут вас ваше имущество и ваши дети от поминания Аллаха, а кто сделает это, те есть понесшие полное разорение». И неукоснительно следуйте в словах и делах своих за тем, кого Аллах направил в мир как пример для человечества и милость, посланником Божиим Мухаммадом. Ибо сказал Всевышний Аллах: «Ва ин тути'уху тахтаду». А если последуете за ним, то есть за Мухаммадом, то обретете верный путь. И приучайте себя к общению и дружбе с людьми богобоязненными, благими и праведными, избавленными от алчного стремления к этому миру, и отдаляйтесь от людей нечестивых и скверных. Ибо сказано пророком: человек в такой религии, в какой его друг. И сказано: кто возлюбит каких-нибудь людей, тот будет из их числа. И всегда смотрите на тех, кто имеет меньше, чем вы, земных благ. И не смотрите на тех, кто имеет их больше, ибо это поможет вам ценить милости, дарованные вам Аллахом. И цените предоставленное вам Аллахом время и здоровье, используя их на то, что полезно и что ведет к спасению. Ибо пророк сказал: две вещи, относительно которых обманываются большинство людей: здоровье и свободное время. Успейте заработать для себя багаж благих и богоугодных деяний до того, как к вам придет немощь или смерть. Будьте правдивы с Аллахом и совершайте благие поступки искренне ради Него одного.
много думайте о совершенных прегрешениях. Сожалейте о них и кайтесь, ибо Всевышний Аллах сказал: «Ватубу иля Аллахи джами'a, айюхаль му'минун, ла'аллакум туфлихун». И кайтесь перед Аллахом все, о верующие, может быть, вы обретете счастье. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: кто кается в грехе, тот словно и не совершал его. Постоянно возвращайтесь к Аллаху с покаянием, ибо Аллах радуется покаянию своих рабов. И Всевышний Аллах говорит: «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инна Аллаха ягфиру зунуба джами'a, иннаху хуваль гафурур рахим». «О рабы мои, которые приступили во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, поистине Он прощающий, милостивый». Бегите к Аллаху с покаянием до того, как ваша душа подойдет к горлу, и вы уже не сможете покаяться. Стирайте ваши прегрешения покаянием, тауба. Стирайте их совершением тех дел, которыми доволен Аллах. Чтите своих родителей, ибо Всевышний Аллах связал свое право с их правом и сказал: благодари меня и своих родителей. Анишкурли вали валидейк. Илейяль масир, и ко мне предстоит возврат. И поддерживайте добрые отношения с родственниками, ибо это причина для продления ваших жизней и увеличения достатка. Разрыв же родственных связей – великий грех и проклятие Аллаха. Хорошо и сочувственно относитесь к своим верующим братьям и сестрам, к товарищам и подчиненным, соседям и гостям, ибо благонравие – это самое тяжелое, что ляжет на весы справедливости в день суда. Прощайте людей. Прощайте людей и принимайте их оправдания, ведь и вы хотите, чтобы вам было прощено. И покрывайте проступки и недостатки ваших братьев. Не стремитесь предать их огласке. Не стремитесь рассказать о них и обречь людей на позор, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ман сатара муслиман сатараху Аллаху фид дунья валь ахира». Кто прикроет недостаток мусульманина, недостаток того прикроет Аллах в этом мире и в жизни вечной. Поддерживайте отношения с теми, кто их порывает. Отвечайте добром на зло, терпением и прощением на обиды, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Уф амман заламак, василь ман катак, ва ахсин иля ман асаа илейк». Прощай тех, кто тебя несправедливо обижает. Поддерживай отношения с теми, кто с тобой порывает. И делай добро тем, кто делает тебе зло. Остерегайтесь зависти, уважайте старших и жалейте младших. Ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не из нас тот, кто не жалеет наших младших и не относится почтительно к нашим старшим». Будьте застенчивы и совестливы, ибо застенчивость – часть веры. Будьте смиренны и скромны в обхождении с бедняками. Относитесь к ним мягко, ибо Аллах приказал это в своей книге. Оберегайте себя и свои уши от того, чтобы слушать ложь, злословие, клевету, пустословие, ибо в Коране сказано: «Инна ас-сам'a валь басара валь фуада, куллу улаика кана анху мас'ула». Воистину слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Избегайте всего, что запретил Аллах, и премного поминайте Его, ибо кто поминает Аллаха, того поминает Аллах. Всегда помните о смерти. И не считайте, что она далеко, потому что память о смерти помогает совершать побольше добра и удерживает от зла. Искренне желайте окружающим добра и знайте, что всего сказанного вы сможете достичь лишь в том случае, если в этом вам поможет Всевышний Аллах. Мы прощаемся с Рамаданом и говорим: «О Аллах, позволь нам еще много раз встретить Рамадан и провести его в искреннем служении Тебе. Позволь нам в течение всего года сохранить устремленность к Тебе и к Твоему раю.
В месяц Рамадан каждую ночь Аллах освобождает от адского огня какую-то часть своих рабов. И мы просим Всевышнего сделать нас из числа освобожденных от ада, помиловать и простить нас, и даровать нам благополучие в жизни земной и в жизни последней, вечной. Пусть Аллах помилует наших умерших, исцелит наших больных, поможет рассчитаться с долгами тем, у кого есть долги, дарует благой достаток бедным, даст терпение перенесшим несчастье, дарует избавление находящимся в беде, защитит всех нас от козни недругов и дарует нам свое довольство. Аминь. И в конце нашей речи воздадим хвалу Аллаху, Господу всех миров. Sevgili Müslümanlar, rahmet ve afu ile gönüllerimizin Allah'a yakınlaştırgan, bereket ve fazilet ile ruhlarımızı doldurgan, orazası, iftarı, temçiti, Kadir gecesi, fıtır sadakası ve diğer ibadetlerini içine sığdırgan mübarek Ramazan'ını artımızda kaldırdık. Ne güzel ki bizim Rabbimiz bizlerini bu senede mübarek Ramazan ayının ardından gelgen Oraza bayramına yetiştirdi. Bizlerge bu günlerini bağışlagan Yüce Rabbimizge hamdü senalar olsun. Hepinizge bayramınızı hayırlayım ve bayram şerifiniz mübarek olsun demek isteyeyim. Allah tutkan orazalarınızını, kılgan namazlarınızını, yapkan dualarınızını, bergen sadakalarınızını kabul makbul etsin. Allah hepimizge dünyada ve ahirette yaxşılıq versin. Bütün yamanlıklardan xorçalasın. İslam'a ve Müslümanlara yardım etsin. Hak yolunda cümlemizni birleştirsin. Allah'ım bizlerini, ana babalarımızını ve bütün müminlerini sen bağışla. Bizlerge Kur'an ve sünnetke uygun yaşamağa, hayırlı işler yolundan gitmeye nasip et. Allah hepimizge bu dünyada İslam, iyilik, sağlık, selametlik, bereket, afiyet, muhabbetlik versin. Ahirette de cennet bahçalarına kirip ahiret rahatlığına kavuşmağa ihsan eylesin. Hastalarımızga Rabbim şifa versin. Muhtaçlarga rızık, ölgenlerge rahmet ve mağfiret bağışlasın. Allah'ım Peygamberimizge ve onun ailesini ve sahabelerini salatların ve selamların olsun. Dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbena. Amin. Esselamu Aleyküm.